Совете Федерации проходят Дни Республики Коми. Сегодня в рамках пленарного заседания Верхней Палаты глава региона Владимир Уйба и председатель Государственного совета Сергей Усачев рассказали о социально-экономическом развитии республики. Весь день в Совете Федерации работала наша съемочная группа. Ольга Коняева с нами на связи. Ей слово. Приветствую, студия. Сегодня завершающий день Коми в Совете Федерации. Руководитель нашего региона встретился с председателем Верхней Палаты Валентиной Матвиенко. При ее поддержке в регионе реализуются значимые для жителей Коми проекты. Это, например, строительство инфекционной больницы в регионе, ремонт Дома культуры в селе Айкино. Планируется возведение перинатального центра. Замечу, что сегодня Валентина Матвиенко пообещала приехать в Дом культуры в Айкино после завершения там ремонтных работ. Владимир Уйба поблагодарил спикера Верхней Палаты за поддержку и внимание к нашему региону. Естественно, регион непростой, мы это хорошо понимаем, северный, сложный, с застарелыми проблемами, каких достаточно. Тем не менее, я внимательно все поизучала материалы за последние годы, и под вашим руководством, Владимир Ильич, есть движение, безусловно, в решении острых проблем, о которых говорят граждане. Это и дороги, это и учреждения здравоохранения, и решение кадрового вопроса по врачам, по медсестрам. И в целом есть хорошее движение в развитии, хотя, конечно, есть над чем работать. Вот мы не собираемся не для комплиментарного разговора, а откровенно говорим, что тревожит, как настроение людей, чего хотят наши граждане. И, безусловно, мы понимаем, что такая республика с огромной территорией, с огромной историей интересной, безусловно, нуждается в поддержке федерального центра. Одному региону не справиться. Хотя бюджет у вас неплохой, идет рост собственных доходов, но, тем не менее, проблем накопилось гораздо больше. Поэтому мы вас рады приветствовать. Благодарю вас за такое серьезное отношение к подготовке Дней субъекта. Спасибо вам огромное. На самом деле, долгожданные дни Республики Коми в Совете Федерации. Но, вы знаете, вот я хочу сказать, что очень важно, что мы к ним пришли вовремя. То есть мы созрели. Вот вы сказали, команда, на самом деле, это чтобы провести дни на высоком уровне, это, безусловно, огромная поддержка ваша, это чувствовалось везде, комитетов, руководителей комитетов, председателей, но, безусловно, если команда бы не сработала, то, конечно, было бы, в общем, сложнее. Хочу еще раз вас просто искренне поблагодарить за поддержку, по сути, не поддержку, а новую жизнь по инфекционной нашей больнице. Сегодня стройка идет. Значит, идет с опережением. Концом этого года мы инфекционную больницу в принципе готовы сдавать на ЗОС. После прошло открытие выставки нашего региона. Отмечу, что здесь представлен потенциал Коми во всех сферах. Промышленность, туризм, сельское хозяйство, культура, возможности арктических территорий. Но вместе с тем здесь наглядно представлены в виде макетов проекты, которые наша делегация защищала на заседаниях в Совете Федерации. Это благоустройство набережной в Сыктывкаре, реконструкция академического театра, оперы и балеты в Коми и строительство моста через реку Печору. Их реализация требует федеральной финансовой помощи. И в этом, как мы уже знаем, нашу республику поддерживают сенаторы и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Это вот наша мечта и огромная просьба. Это не просто набережная в Сыктывкаре? Нет. Мы, наверное, единственный уже регион или один из немногих. Да. Но самое главное, это не только набережная красота, это еще и огромная, под ним сделана целая система, когда сверху идет вода, ее перехватывают специальные канализационные коллекторы вот под этой набережной, и дальше они их уводят, эту воду на очистку, и тем самым нет оползня, потому что сегодня сползает набережная, сползает реку. Самое главное — это остановить вот эти оползневые мероприятия. А сверху сделать вот такую красоту. Поэтому вот 1,7 миллиарда, но, конечно, такая тема очень красивая.
Во время пленарного заседания сегодня прошел час субъекта, на котором глава Коми представил стратегические приоритеты социально-экономического развития Коми. Владимир Уйба подчеркнул, что работа руководства региона направлена на диверсификацию экономики республики в плане 50 инвестпроектов в разных отраслях. Они обеспечат к 2026 году приток инвестиций 150 миллиардов рублей и порядка 6 тысяч новых рабочих мест. Все виды федеральной поддержки регион использует. Политика региона направлена на наращивание собственных доходов, так как это главный источник решения задач в социальной сфере. А их немало. Есть и проекты, которые мы сможем реализовать при помощи федеральной поддержки. Это, например, реконструкция аэропорта и взлетной полосы в Воркуте, строительство моста через реку Печору, возведение крупных социальных объектов. Думаю, что после сегодняшнего дней Совета Федерации и отдельного поручения Валентины Ивановны, которое вошло в постановление, я думаю, войдет это постановление, пункт, работа будет просто значительно быстрее пойдет. От Республики Коми после Владимира Уйба выступил спикер парламента Коми Сергей Усачев с призывом поддержать инициативы по повышению привлекательности Коми. Спикер озвучил условия, которые мотивировали бы людей приезжать на север. Те поручения, которые, или те результаты, которые удалось получить на днях Республики Коми в Совете Федерации, это работа на огромный период времени вперед. Это не 1 год и не 2, это 5-7 лет. Некоторые большие проекты, как мост через Печору, это вообще достаточно длительный период. Поэтому самое главное, впереди очень много интересной и важной работы, и она направлена на благоустройство нашей республики и на ее социально-экономическое развитие. Валентина Матвиенко, в свою очередь, подчеркнула, что наша делегация очень ответственно подошла к подготовке Дней Коми в Сенате. Поблагодарила главу нашего региона за проработанную презентацию наших проектов и вопросов, требующих поддержки от Верхней Палаты. У республики значительный экономический потенциал, но есть и проблемы, которые накопились за многие годы, отметила спикер Сената, и их необходимо решить. Это и транспортная доступность для жителей отдаленных населенных пунктов, ремонт дорог, расселение аварийного жилья, дефицит кадров. В этом вопросе Валентина Матвиенко отметила работу региона, построено 56 объектов здравоохранения, и инициативу Владимира Уйба по строительству домов для медиков. Хорошо, что при всем объеме проблем губернатор уделяет лично этому внимание. И благодаря его усилиям и удалось по инфекционной проблеме решить, и детский корпус строится новой детской больницы. Хочу отметить отдельно работу главы Республики Коми. Он выступает с ежедневным видеообращением к гражданам и реагирует оперативно на жалобы людей. Это огромный плюс, вот такой ежедневный диалог. Далее, на что хочу отметить внимание. Вот я уже говорила, 56 объектов здравоохранения построено, ФАПы и так далее. Но, конечно, главная проблема – это нехватка врачей. Мне кажется, хороший ключ найден главой республики. Решили начать строить дома вот под ключ, что называется, для врачей. Вот приедешь, где там у нас окулиста не хватает, да, приедет окулист, он сразу въезжает в обустроенный дом, думаю, что поедут врачи. Ну и кроме того, подъемный миллион платится и так далее. Валентина Матвиенко отметила медийную активность руководителя нашего региона. Это ежедневные видеообращения к жителям, а также оперативное решение проблем, озвученных в социальных сетях. Примечательно, что председатель Совета Федерации также анализирует социальные сети и даже привела примеры комментариев жителей нашего региона. Например, про плохие дороги в Уктыле или надырновские дачи в Сыктывкаре. И прямо в зале заседания дала поручение руководителям наших ведомств решить эти вопросы. Также Валентина Матвиенко поблагодарила главу региона и жителей республики за большую работу по поддержке бойцов на передовой и помощь подшефному городу Ровенькам.
Я хочу поблагодарить Республику Коми за такое ответственное отношение к восстановительному нашему периоду. Замечательно, люди благодарны, видят, насколько с душой относятся к восстановлению нашей республики. Спасибо им огромное. В завершение спикер Валентина Матвиенко вручила благодарности Владимиру Уйба и Сергею Усачеву. Подчеркнула, Коми – регион со своими особенностями, и подход к решению наших трудностей должен быть особенный. По итогам Дней Республики Коми в Совете Федерации будет принято постановление, в котором найдут отражение проекты, важные для развития региона и для жизни людей в Коми. А Совет Федерации будет продвигать эти решения на уровне правительства Российской Федерации. И в том числе это будет дорожная карта для работы сенаторов от Коми. Контроль каждые 3 месяца. Студия, передаю вам слово. Ольга, спасибо. Подробнее о днях Коми в Совете Федерации смотрите в программе «Будни главы» в эту пятницу.